Вітаю, гэта пара. Толькі што на нашай платформе запісалі дэбаты перад выбарамі ў каардынацыйную раду. І гэта, мама дарагая, магчыма, маем новых зорак на палітычным небасхіле. Дэбатавалі Тацяна Мартынова, спіс «Хватит бояться», лідарка гэтага спісу. І Сергей Верамеенко, спіс «Салідарнасць», хрысціянскі дэмакраты. Першыя некалькі хвілінаў размова была досыць спакойнай, разважлівай, а потым укол за уколам і пачалася сапраўдная палітычная барацьба. Прыносім прабачэнні за пэўныя тэхнічныя хібы. Нам цікавае вашае меркаванне. Пішыце, калі ласка, каментары. Вы вырываете из контекста и дискредитируете своих оппонентов, потому что вы никчемное болото, которое ничего не смогло... Переходим на образы. Потому что... Я попрошу вас не переходить на образы, я с вами вельми культурно размовляю. Это вы... Я думаю, что это на ОНТ вас так научили. И удивительно, что белорусы никогда не ходили ни до вас. Так русские вам братья те не уже. Потому что у вас те же методы, когда вырывают из контекста, когда я сижу в 2020 году и говорю: господа, пожалуйста, будьте осторожны, не доставайте БЧБ флаги, когда вы идете одни. Дойдите до... Сапраўдны протест может быть только со стягом. Коли вы пропонуете вести без стяга, это не протест. Это просто шатание по улицам. С Парижа. И пишут, что Мартынова сказала: не доставайте БЧБ флаги. У меня есть видео. Даже история с ОНТ. Потому что это не имеет никакого вообще отношения ни к моему прошлому, ни к моим заслугам, ни к тому, что я сделала. Я занималась спасением. У вас чудовное прошлое. Меня знает каждая собака. А вы все делали, изображали видимость борьбы, и потом что? Отлично. Вот бачите, вы нават перед эфиром не ведали, кто перед вами будет выступать. Вы сказали, что это будет какое-то чудо. Вы присвоили себе... Я раю вам погуглить Сергей Верамеенко. Наберите по-белорусски Сергей Верамеенко. И вы побачите, что это чудо, как вы кажете, робило до 2020 года. А еще можно поглядеть, что вы робили в своей этой позиции. Перегнала по массовому посещению Хартию 97, которая существовала до этого сколько лет? 20. За это вы меня все ненавидите. Потому что у вас нет ничего, кроме зависти и злобства. Кто вам вот со спикеров больше симпатичный? За кого вы готовы рвать кашулю на грудю? Спадарыня Тацяна, можна я у вас спокойно просто спытаюся, как зразумець позицию, развеять там пэўныя пытанні. Вот якое ваше ставленне сёння да БЧБ стяга и до стяга Лукашенко? Это не дебаты, это цирк и немцы. Вы видите, что у меня висит за спиной? Вы знаете, что потеряла я, вступив в 2020 году за других белорусов? Выступив за таких, как Сергей, у которых ни бизнесы не получались, ничего. Бизнесы у меня забирали те, на кого вы працевали, между іншим. Мне 5 раз позбавляли бизнеса за того, что вы, такие как вы, працевали на Лукашенко. У меня бел-червоно-белый стяг от самого початку існування Республики Беларусь. С 91-го года, как только я пришел на дембель, со мной завсёды был бел-червоно-белый стяг, а с вами было червоно-зеленое болото. ЗК, зелено-красное. У меня нет желания вас слушать. Вы мне задали вопрос, я на него отвечаю. Так вы не даете отказывать на ваши питания. Спадарыня Тацяна, я пробачьте, калі ласка. Ну так вот просто, каб развеять питання. Цирками дебаты. Якое ваше ставление, скажите, калі ласка, сёння до стяга Лукашенко? Вы что, видите где-нибудь у меня флаг Лукашенко? Ну я не бачу, ну он может не висеть, но у вас может быть ставление. Кепска, дренно, ну откажите, калі ласка. Флаг Лукашенко был навязан белорусам на незаконном референдуме 96-го года. Как, собственно говоря, и все, что произошло с нашей страной. Что вы хотите, чтобы я вам сказала? Дякую вам за отказ, ось і все. Спадарыня Тацяна, можете вы зараз Сергею Верамеенко задать питание? У меня нет к нему вопросов, потому что я не вижу там ни оппонента, ничего. Я вижу очередные дешевки от нашей старой оппозиции, которая единственное, что делает, отворачивает от протеста белорусов, которые в 2020 году
сделали гораздо больше, чем они за 30 лет, пардон, за 26, или сколько там прошло. И вот от этого я психую, потому что мне больно от того, что куча белорусов, которые вышли за достойную жизнь против Лукашенко, и за них до 4 года продолжают сидеть в тюрьме, выходят из протестного движения и идут жить своей жизнью. Потому что в очередной раз наблюдают просто ИБДшников, имитаторов бурной деятельности. Ну и вы скажите, пожалуйста, як голосовать за человека, который психует, за вот таких вот перевертышев? Мартынову, еще каких-то представителей, того же Дудинского, Подреза, Катю Пыклеву, которая борется с раком. А что, яркий человек с подарами? Ой, яркий. Горите ж, ну пылає, яркий чоловік. Спадарня Тетяна, я хочу зараз і вас, і спадара Сергія, спитатися датично мовного питання. Так? От я коли глядів ці списи делегатів, кандидатів у делегатів у Координаційну раду, ну ніяк всі ці списи фракції написані по-білоруську, у вас написано, може це некая помилка, я не веду, хватить бояться по-русски. То мені просто цікаво, ваше ставлення, Білорусь будущего, белорусская мова отдельная, державная, что вы про это думаете? Я свою позицию никогда не скрывала и высказывала абсолютно публично. Первое, я против мовного талибана. Второе, я глобалист. Я считаю, что белорусам очень нужен английский язык на уровне свободного владения. Третье, белорусская мова – это мова белорусской культуры, белорусской нации. Есть кому ее развивать, есть очень достойные люди, которые этим занимаются. Но вопрос одного или двух, или трех, или 5 государственных языков должен решать народ на всенародном референдуме, а не кучка людей за границей. Я лічу, що білоруська мова – це наша історична мова, це наша спрадвечна мова. Ні в Польщі, ні в Україні, ні в інших національних країнах не проводять референдуми, ті потрібні нам наше розуміння, наша мова, наша білоруськість, наша польськість, наша українськість. Ви про це, до речі, повинні відати. Так ось, коли ви лічите червоно-зеленую анучу, нав'язану нам Лукашенком, то я вам нагадаю, що другий вот этот язик був так само нам нав'язаний на референдумі тим же самим Лукашенко. Коли ви глобаліст, welcome to глобальний світ. А вас, білоруси, я запрошую голосувати за білорусів, а не за глобалістів. Так що рвите кашулю не за Мартинову, не за Вероменко, рвите кашулю за Білорусь. Спадарня Тетяна, ви критикували ту координаційну раду, куди вилучаєтеся делегатом. Чому вилучаєтеся? У чим мотивація? Потому что в этот раз выборы. Потому что в этот раз выборы. На этот вопрос я бы хотела ответить серьезно, потому что это важный вопрос. Я надеюсь, что цирк закончен, да, и мы наконец перейдем к будущему, а не будем заниматься, как обычно, вот этими разборками. Так вот, смотрите, в чем самая большая ошибка КС второго созыва? Самая большая. И очень многие со мной согласны, поэтому все приличные люди вышли досрочно из этого состава. Им нельзя было говорить от имени белорусского народа. Их никто не выбирал. Они должны были сразу обозначить, что, ребята, мы пришли просто помочь сорганизоваться и организовать выборы. Но они даже этого сделать не смогли. Все, что было на протяжении года, за что я критиковала КС, это скандалы, развод, надувание щек, какие-то вопросы отсюда, квоты, шмоты, там еще что-то. Пришли бы, сказали, ребята, нам еще помощь нужна, и давайте сделаем как какие-то вместе итерации. Нам нужны выборы, потому что нам нужен такой орган, как кто-то парламент. Значит, если бы они не стали говорить, что они тут самые главные, а все остальные абы что погулять вышли. Если бы не эти наезды, раздувание щек, мы сейчас будем решать, увольнять там Тихановскую или нет, или там ее министров. Ребята, как говорят у нас тут на Киевщине, Тамара, ладно, не буду дальше, все-таки телевидение, да, практически. Так вот, ребята, вы кто вообще? Вас кто-то выбирал, кто все эти люди? Я хочу напомнить, что когда в 2020 году наша замечательная псевдооппозиция, или нормальная, там, разная, неважно, я не знаю, я в сортах оппозиции не разбираюсь, поехала выбирать единого кандидата, белорусы вообще не пришли на эти, ни на дебаты, ни на какие-то встречи. Я очень хорошо помню, за что выходили белорусы и кто, потому что я выходила со своими друзьями. Я была
еще из тех первых, которым было страшнее всего, потому что мы не знали, что будет. Сейчас мы, по сути дела, пытаемся оживить дохлую лошадь. И я когда посмотрела, кто туда идет, я не хотела, честно скажу. Я поняла, что нет, ребята, так не пойдет. Вы просто похороните все, что мы сделали в 2020 году. Вот этим вот мелкотравчатым копанием в чем-то прошлом, выхождение фейков, публикации фейков. Вот всем этим каким-то погрязанием в разборках. Ребята, давайте про будущее, пожалуйста. Беларусь должна стать частью глобального мира. Это была IT-страна, которая развивалась, невзирая на то, что Лукашенко постоянно ее топил. Это, знаете, вот очень многие говорят, что белорусский порядочек, это вот там Лукашенко их воспитал. Ребята, я очень давно живу. Чисто было в БССР. Мой дед работал с Машеровым. Началось. И я знаю, что белорусы это всегда были иные, абсолютно отличающиеся от русских люди. И они такими остались. И моя надежда на белорусов, которые выходили в 20-м и не забыли, что у нас много. Потому что сейчас нас пытаются увидеть в том, что мы в меньшинстве. И это ваша вина, старая позиция. Потому что как только выехала большая часть, опять на гребне волны наши имитаторы бурной деятельности. Спадар Сергей, реакція може бути, і ввогуле, чому ви на ці вибори вилучаєтесь? Ну, тады спачатку рэакцыю хочу лесціць сваю. Справа ў тым, што гісторыя Беларусі гэта не толькі 20-й год. Гэта барацьба за нашу незалежнасць, которая доўжыцца ўжо больш за 200 гадоў. Пасля акупацыі Рэчы Паспалітай і Великого княства нашего. Вось такімі вот людзьмі рускамірнымі. На жаль, яна працягваецца, гэта барацьба. І мы павінны памятаць бэкграунд тых людзей, которые працавалі на карысць Беларусі і ў 18-м, і ў 19-м, і ў 20-м стагоддзі. І не толькі з 20-го года пасля таго, як выехалі са свайго там ОНТ. Што да Каардынацыйнай рады. Шчыра кажучы, я не ведаю, што гэта за орган, бо ён быў скрыты ад усіх. Гэта было не то, што скліканне, но вот па невядомаму мне прынцыпу туды збіраліся людзі, яны вырашалі якіясьці пытанні незразумелыя, не агучвалі свае справаздачы. Я спадзяюся, мажліва, гэта будзе такая ж самая аналогія, як Верховны Совет, который был при Советском Союзе один, а пасля часы я вас не перабіваў, а пасля часоў перабудовы, а пасля часоў перабудовы туды прыйшлі новыя людзі, которые у тым ліку дамагліся незалежнасці Рэспублікі Беларусь. І яны пераканалі нават заўзятых камуністаў. Нават вось такіх вот як спадарня, ці выбачаюся, як называецца, госпожа Мартынова. Яны нават іх пераканалі пра неабходнасць незалежнай Беларусі. Не пра глобалізм, не пра всякія гэты вот рускамірныя штучкі, а менавіта пра незалежнасць Беларусі. Таму я за беларусацэнтрызм. Я в Украине. Я еще раз скажу, вся ваша история до 2010 года это сприяние русскому миру. Я это буду публиковать на своей Facebook сторонце, а так само передам все это спадару Евгену. Спадарыня Татьяна, я хочу, как вы потлумачили вот на конт русского мира, там хороших русских, просто свою позицию. Ну и вас попрокавиться в тым, что вы вот с хорошими русскими в добром контакте. Я глядел днями видео, мне трапилось на вочы, где вы выказывались про спадара Пономарова. Не блытаю я прозвище. Значит, что вот Кали Пономаров. Правильно все? Илья Пономарев. Илья Пономарев. Депутат Госдумы, который единственный в 2014 году выступил против аннексии Крыма. Так, один. Так. Што калі Ілья Пономаров трапіць у Крэмль, то да вас будзе выстройвацца шарга захвотных, каб вы там замолвілі слова. Слухайце, ну вот так, а калі вот вы станеце шэфам у Палацы Незалежнасці, чаму б Ілье Пономарову да вас не прыйсці ў чаргу? Слухайце, як вы ўвогуле вот, можаце сваю пазіцыю патлумачыць датычна вот этих хороших русских, России там и так далее? Слухайте, ну калі будет так, як вы отказали зараз, что я сначала буду в палаце, то, конечно, Илья Пономарев выстроится с очередью.
Давайте еще раз по поводу оппозиции к диктаторским странам. Я не делаю никакой разницы между оппозицией, да, русской, не знаю, есть оппозиция армянская, есть оппозиция иранская, есть оппозиция еще какая-то. Я сотрудничаю и работаю со всеми приличными людьми, которые в оппозиции к диктатору. Илья в оппозиции к Путину. У Ильи шансов гораздо больше с учетом его сотрудничества со Свободным легионом России, с Русским добровольческим корпусом. Это добровольцы российские, которые воюют за свободу Украины здесь. И давайте мы сейчас снимем белые польты, которые так любят надевать наша замечательная старая оппозиция, и кошмарит всех, мы такие все в белом. Правда, результатов у нас 0. Но неважно, нам бы пальтишко не запачкать. Точно так же делают очень многие борцы за свободу России. Каждый, которые переходят дальше и присоединяются, становятся для них врагами. Потому что классическая фраза «Где вы были 8 лет?» Да? То есть это та история, которая никогда не приведет к победе. Я очень хорошо помню, как в 2020 году мы разговаривали со всеми. Группа «Хватит бояться» публиковала всех. И Цепкало, и Радина, и Карач даже. И там еще, я уже не помню, вот все. И мы не разделяли, кто первый вступил в борьбу, кто второй, кто следующий. Но потом все опять вспомнили, что, черт, это же новенькие приехали, нам же будет меньше денег, меньше ресурсов. И все, и опять началась этот серпентарий, эти пауки в банке. Это настолько мерзко, что я до сих пор еще не понимаю, на каких силах я держусь, чтобы не послать всю вот эту шушеру к чертовой матери. Ну, наверное, просто потому что у меня друзья в тюрьме, и я обещала им их освободить. И я буду общаться и с русской оппозицией, с российской, вернее, и с сирийской, и с какой угодно, если это приближает наше возвращение домой. Но самое главное в этом вопросе. Ребята, я тут сижу под ракетами и бомбами. Вы там ходите в сытой Европе. И я это ни разу не видела, чтобы кто-то из вас приехал помочь Украине. Что-то привез, денег собрал, перечислил. Нас так само не башили. А через помощь Украине сегодня решается белорусский вопрос гораздо быстрее. Ну нет, что вы, эти с теми общаются. Ах, как можно? Такое ощущение, что Лукашенко уже нет, все борются друг с другом. Спадар Сергей, ваше ставление до хороших русских, слухайте, ну вот это Илья Пономаров, Русский добровольчий корпус, там, Легион Свобода России, ну нібито ж нормальные хлопцы, вось за Украину воюют, ваша позиция. Я на початку хочу отказать на кон белого пальто. Я удзельнічаў у шматлікіх вулічных акціях протэста, у тым ліку і калі все заканчивалася не надто добра, ну і ведаю, что такое побывать за кратами. Это на кон белого пальто. На конт добрых русских, для меня добрые русские – это форум свободных народов России. Это Смоленская республика, это Балтийская республиканская партия. Это все те народы, которые хотят зараз вызволиться от кіптюров из этой опошней недоимперии. Россия будет свободной, когда не будет России. А так званые это все депутаты, Ходорковский, вот там кто там еще, Гудков, которые марят про то, как перефарбовать Кремль, это абсолютно не. Это не оппозиция. Это черговые шовинисты, которые хочуць, каб гэта Россия захавалася, каб яна зноў і зноў ажыццяўляла свае планы, каб яна зноў нападала на Украину, на Беларусь и на ўсіх сваіх суседзяў. Потому что напасці на больш моцныя краіны, на больш моцныя дзяржавы у іх нема смелости. Что до дапамоги Украины, хочу вам сказать, что я и доначу, и досылаю, и не глядячи на затрымак заробок, дослал 10 баксов на беспилотник. Так что ваши закидоны они абсолютно не обґрунтованные. Это такая же пропаганда, которой вас учили на УНТ, так как зараз вы вельми добро робите, вы льете воду, вы нам закидываете, вы хотите як мага больше наговорить усялякой пустоты или не отрымливается. Спадарня Татьяна, хочешь, как Россия развалилась? Что вы думаете? Здесь есть один момент, который я хочу отметить.
Значит, мой оппонент совершенно не разбирается в политической картине России, абсолютно. Говорит, что Пономарев и Ходорковский это одно и то же, это полный бред. Я кажу про Ходорковского. Пономарев, который выступает за великую Россию будущего. А Пономарев как раз выступает за самоопределение нации и контролируемый развал. Я про Пономарева ничего не сказал. Пономарева, который съезд народных депутатов, который он делает в Варшаве, и куда я езжу. Так вот, белорусской оппозиции надо туда приехать и поучиться, как работают оппоненты, что они делают. А я думаю, гэта ім трэба поучиться у белорусской оппозиции. Перадусім, як виходить на протестах, а не сидеть просто в России и чекать, коли у них з'явится черговый Навальный, и они запалят свечечки. Ось и все. Причем здесь Навальный, он вообще из другой грядки. Ну, если вы нас... Это все одна грядка. Так ведь не позорьтесь. Это все одна грядка. Все тыя, которые зараз говорят про новую Россию будучыню, так вот новая Россия, самая лепшая будучыня ў России, это калі не будзе гэта России, а будут незалежныя краіны. Ці вы супраць гэтага? Вы супраць гэтага? Вы супраць развалу России? Вы супраць того, как Россия развалилась? Называют сепаратизмом. Вы супраць того, как развалилась Россия? Соединенные Штаты Америки, как вы кажете, они колись были супраць того, как развалился СССР, а тым не менш мы живем в незалежной Беларуси. Так вы супраць развалу России ці нет? Откажите на питание. Нет такой страны Россия. Вы задаете абсолютно политически безграмотные вопросы. Кто ж тады напал на Украину? Нет желания отвечать. Кто ж тады напал на Украину, коли не Россия? Федерация. Добра, не чіпляйтеся до терминов. Вы супраць того, как распалась Российская Федерация. Вы мне задали вопрос, я вам объясняю, почему он Задаю тупой. питание. Российская Федерация должна жить по принципу, к примеру, чтобы не быть опасной. То бок вы за то, как збераглася одиная Российская Федерация. Однозначно. Только демократизовать ее, так? Протекторатом, для того, чтобы не было вот этих вот повторочек. Но не просто так в этой войне гибнут украинцы, не просто так она не заканчивается, потому что у мира нет этого решения. Вы живете в своей бурбалке, вы не понимаете, какое количество людей, денег, политиков завязаны еще со времен Киссинджера, потому что все вот эти проекты, которые сегодня раковая опухоль на теле планеты, это все деятельность Киссинджера, который не считается негодяем, а похоронен с почестями. Ну вот такая у него была политика. Откажите на питание, вы за то, как Российская Федерация распалась на незалежные краины, ці супраць? Мы не про Киссинджера, я вам питание задал конкретное. О войне, да, и по военному сотрудничеству с Украиной, вообще на всякий случай, точно такой же, как и Штайнмайер. Он точно такой же друг России, который верит, что есть какая-то прекрасная Россия будущего. Надо только как-то вот их немножечко подлечить. Или вы считаете, что какой-то Сергей Веремеенко, или какая-то Татьяна Мартынова, или каких-то еще пару человек со светлым взором сейчас скажут, а мы за то, что Россия развалилась. И раз, и стало... Я запытался про ваше меркование. А любые мэты досягаюцца тым, што людзі робяць якія-небудзь рашэнні, робяць планы, і з гэтых планаў потым выстраиваецца тое, якія потым атрымліваюцца вынікі. Так адкажыце на пытанне, вы за тое, каб Российская Федерация збераглася, ці вы супраць? Ці вы за развал Российской Федерации? Ни один вменяемый человек вам сегодня не ответит, что хочет, чтобы сохранилась Российская Федерация в том виде, в каком она есть. Но вы сами своими вопросами ставите абсолютно безграмотные на вот эти вот рамки ответа. Нет страны России. Это все придуманная история. Есть Российская Федерация. И даже извините меня, в Вашингтоне не знают, что с ней делать. Я уже не говорю про Европу. Потому что ни Беларусь, ни Россия не являются какими-то очень важными странами, да, для того, чтобы на них было очень много внимания. И если вы посмотрите на доклады, которые каждый раз при инаугурации президента кладутся сценарии, которые ему готовят службы аналитики всех разведок, КНБ, ЦРУ, Пентагон,
прогнозы на ближайшие 15 лет, которые, как правило, очень многие сбываются. Так вот, в этих прогнозах 5 лет назад для Байдена, у которого выборы осенью, таких стран, как Российская Федерация, Беларусь, Украина, нет вообще. Есть Америка и Китай. И даже 5 сценариев развития событий. Вы, конечно, этот доклад не читали, потому что, опять же, вы живете в этой бурбалке. Но у меня для вас плохие новости, господин Сергей. Все идет по самому плохому сценарию пока что. Шановні опоненти, непримиримые, я хочу у вас спитатися. Беларусь у ситуації складана, господариня Тетяна, ви сказали, тяжка ситуація. Ми, значиться, під пітою Путіна, гібридна окупація, Лукашенко у 20-му тримався, сьогодні сидить. Що ви пропонуєте робити, каб эту ситуацію змінити? Партия БХД уже неодноразово робила заяву про то, что Республика Беларусь является на дадзены момент пад часовой оккупации. Гэта тэрмін, калі чужыя войскі уваходзяць на тэрыторыю іншай краіны, але пры гэтым не прэтэндуюць на дзяржаўнасць. На жаль, так склалася у Республікі Беларусь. Мы не маем зараз сапраўдных прадстаўнічых органаў. Той, хто лічыць сябе прэзідэнтам, Лукашенко, он насамрэч з'яўляецца кіраўніком акупацыйнай адміністрацыі. Таму мы будзем дамагацца, і мы крычым гэта і гаворым паўсюль, аб прызнанні Беларусі як акупаванай тэрыторыі і як акупаванай дзяржавы. І мы гаворым пра тое, што яна так ці інакш завязана у вайну, але Беларусь не з'яўляецца дзяржавай агрэсарам, Беларусь пад акупацыяй. Таму, калі будзе міжнароднае прызнанне гэтага факта, то я думаю, што тут будзе ўжо легчэй вырашаць пытанне. Акупаваная краіна падлягае дэакупацыі. І тыя палітвязні, которые у нас знаходзяцца, уже можна пытацца, прынамсі, дамагацца таго, каб яны былі прызнаныя вайсковапалоннымі. Калі гэта думка дойдзе да большасці сябраў каардынацыйнай рады, я думаю, у нас будзе лепшае разуменне паміж сабой і хутчэйшыя шляхі для вызвалення і Беларусі, і Украіны. Господариня Тетяна, что нам робить? Не разберемся без вас. Есть у вас башня? Ой, вы знаете, Сергей, у вас очень чистые, светлые намерения, но это все, знаете как, к сожалению, неисполнимо от слова совсем. Мы должны работать с реальностью. Самая величайшая доблесть политика – это работать с реальностью, а не с хотелками, не с идеальным миром и так далее. А реальность на сегодня такова, что все, что вы сказали, поднимут насмех в любой серьезной политической организации. На Раде Украины сегодня лежит 2 законопроекта. 2. Они оба вынесены и они оба отложены. Проект номер 1. Это проект признания Беларуси оккупованной территорией. И проект номер 2 – это признание Беларуси страной-агрессором. Эти проекты не будут приняты, более того, они не будут вынесены на голосование. Как, знаете, говорят тут у нас на Киевщине, не на час. Объясню почему. Потому что на данный момент при политике пустого стула, я имею в виду пустого стула президента в Беларуси, и вот такой вот непонятной ситуации межвремени, в которую мы попали, от очень большого количества многих факторов зависит и первый, и второй проект. Пока нет ни того, ни другого. То есть Беларусь, режим Лукашенко, он участник, естественно, соучастник в агрессии. Это для всех понятно. Это не белорусы. Белорусы вышли с плакатами «Нет войне», 800 человек похватали только за 1 день. Но понимаете, это для международного сообщества видосики в Телеграме, а непосредственно прописанных норм нет. Не написано на администрации Ленинского района Российская Федерация и висит там флаг. Не посажен на этот стул условных грызлов. Да, я сейчас, очень примитивно, может быть, говорю, автоматически там вспоминая первые попавшиеся фамилии. И это невозможно при таких обстоятельствах. То есть, понимаете, следующий ход решит вот оккупованное или агрессор. А все остальное, это, знаете, как разговор в пользу бедных. Я зрозумел и вас. Дальше. Смотрите, это... Я просто точно так же мозговала, думала... Чекайте, я вам казав про часовую оккупацию, не про оккупацию,
Окупація відбувається зараз в Україні. Коли нема стягов другої країни, коли есть, вспомните Республіку Виши, коли есть, заховывается формальная незалежность, это называется часовая оккупация. На контрреальности политики я вам нагадаю, что в 2022 году, когда Россия напала на Украину, украинцы просили зброю у Захода. Что им пропоновали? Каски. Все. Каски. А теперь говорки где? Про танки, про снаряды, про самолеты. Так что не кажите, что в политиках это просто реальность, которая існує теперь и не может быть завтра. Что робить? Хай договорится, подарит Татьяна. Так я и не разобрался. Ну, Нет, воды- вы не разобрались, потому воды что не шмат. дали договорить. Воды тому что шмат. Это не вода, это важно понимать, потому что очень многие не понимают и слушают таких популистов, как вы, Радина и прочие. Радина кричит бить по заводам Белоруссии, пулять этими ракетами в Минск. Да, я понимаю, у Радиной там нет родственников и друзей, и пофиг, она уже там сколько лет, 10 лет в Польше, да, 15. Смотрите, у нас сейчас, давайте будем про реальность, что мы можем делать? Мы можем, естественно, помогать Украине всеми силами. Это должно быть нашей задачей. Одной из первых двух. Их всего две важны. Помощь политзаключенным и их семьям и помощь Украине. Там, чтобы люди выжили, здесь, чтобы быстрее победили. Дальше. Нам ни в коем случае нельзя переворачивать страниц и начинать очередную торговлю политзаключенными, потому что мы не имеем права решать, кто равнее или кто важнее. Кто первый, а кто второй должен оказаться на свободе. Мы должны находить новые методы давления. Это важно. Мы должны рассказывать, говорить с политиками Европы и Америки на их языке, чтобы до них доходило. Но при этом не устраивая из этого шоу или какие мы бедные и несчастные. Нет, вы должны готовить. И для этого я иду в Координационный совет. Готовить готовые уже решения для разных стран и лоббировать интересы белорусов. Потому что сегодня, например, в Украине, я люблю пример, есть два момента, которые требуют срочного и важного решения. Это первое, для белорусов я имею в виду, это первое, признание просроченных паспортов, чтобы людям не аннулировали ВНЖ, и второе, чтобы на каждую итерацию какую-то документальную не требовали справку о несудимости. И все это прекрасно понимают, но нужен указ Кабмина. Потому что по-другому нет, Рада сейчас не будет это даже выносить на какие-то заседания, потому что других вопросов выше крыши. Вы видите, что делается на фронте, вы видите, сколько мы ждали помощи здесь в Украине. У нас ПВО не хватает, у нас инфраструктура просто раздолбленная в хлам. Я сегодня не знала, будет у меня свет на этом эфире или нет. И только через вот эту дорогу мы пойдем. При этом выстраивать отношения нужно со всеми оппозициями. И с российской, и с армянской, и с любой другой. Потому что то, что происходит сегодня, Беларусь является только частью этих изменений в мире. И у нас два варианта всего. И по сути, 2 года. Потому что либо мы двинемся вперед и окажемся ближе к концу следующего года. Ну вот наш, на 2 года избирается, да, это рано. Гораздо ближе к дому, а скорее всего внутри страны, либо я не знаю когда. Потому что затяжная война 2 года в Украине и не проигрыш России чреват очень большой трагедией для всей Европы. Это просто нужно понимать. Поэтому я сержусь, поэтому я злюсь. Я могу потому что прокомментовать, херню, вы вообще- мы начали, она вообще не Не имеет ругайтесь. значения. Женщине это вельми не пасує, коли женщина. Давайте вы не будете меня учить, как мне жить и как мне говорить. Я вас прошу, я не И прошу. не надо мне этого стизма, что за женщине пристало, что не пристало. Начинается. Мужчинам так само. Мужчинам так само, до речі. Послухайте, я хотів просто сказати, що ви зараз сказали про речі, підтримка України, підтримка політв'язнів, родних політв'язнів, підтримка білорусів, які знаходяться за межою. Це всі речі так само є і в нашій програмі, про які ви, на жаль, не читали. Тому на початку ви сказали, що от у вас программа такая-сякая. Не, вы ее не прочитали. Ну, когда вы готовились до эфира, вы не сказали, что это за чудо покажите. Ось это чудо перед вами. Бачите? Вот так вы ставитесь до своих оппонентов, ображаете. Вы для Ну, ось, меня... на жаль, ось эта позиция. Зато я ведаю, кто вы, разумеете?
Ви кажете про те, що треба йти наперед, я абсолютно з гэтым згоден. Але треба пам'ятати і про нашу історію, і про історію тим ліку кожного чоловіка, хто з нас що робив до 2020 года. Коли ви мене не ведаєте, я ще раз кажу, погуглите Сергій Веремієнко, бо я вельми добре підрихтувався до ефіру, я про вас прочитав все, що тільки можна. І правду, і фейки, як ви кажете, і все те краницы, которые вы называете фейками, они были взяты с официальных границ. У меня нет времени тратить ее на вашу биографию, простите. Я слишком занята в Киеве более важными делами. Господариня Тетяна, господар Сергій, наприкінці я хочу у вас спитатися, просто підняли тему, мірилися там, адуковане, не адуковане. Господариня Тетяна, ну і так само господар Сергій, що ви закінчували в Оголі? От потенційним виборцям буде, напевно, цікаво послухати, які університети? У меня адукация среднетехничная, я закончил Городенский химико-технологичный техникум, а кроме того у меня есть войсковая специальность гидроакустик-планшетист. Господариня Тетяна. Вы знаете, вот мы живем в то время, когда не высшее образование и корочки являются свидетельством ума и политической грамотности. И вообще, в принципе, грамотности человека. Поэтому, например, у меня в списке я не акцентирую внимание, но если человек только сам не хочет этого сделать, ни на образовании, ни на чем. Я акцентирую внимание на ключевых качествах. В чем человек профи, что он знает, на что он тратил свою жизнь и чем он может быть полезен белорусам внутри страны, за рубежом, чем он может быть полезен в принципу движению. Нашему движению хватит бояться. Потому что мы, к сожалению, как это не печально, даже выехав за границу, очень многие бояться не перестают. И я это вижу. Боятся ходить на акции, боятся что-то лишнее сказать, продолжают стирать сообщения. Белорусы внутри страны, им даже не вмоготу, но они боятся что-то менять. Они ждут ареста, они боятся уезжать, они боятся вывозить детей. Я сейчас не призываю к тому, что обязательно кто-то что-то должен делать. Нет, но иногда очень часто во время решения присутствует страх. Я режиссер театра, преподаватель специальных театральных дисциплин. Я не работала по этой специальности ни дня, я впервые вышла на сцену через 20 лет после университета в главной роли на протестном спектакле здесь, в Киеве. Всю жизнь я журналист, аналитик, бизнес-консалтер, я создаю бизнес, я делаю авторские проекты. У меня профессии, если вот так вот посчитать из всего, что я умею, знания и навык, не знаю, тут можно, на пальцах двух рук можно не уложиться. Вопрос же в другом. Господа, если мы хотим, чтобы нас видели, слышали, понимали, мы не имеем, если мы хотим что-то менять, мы не имеем права действовать вот этими старыми, пыльными методами. Вот сейчас встретились на дебатах, вот покидались друг друга, вот а вы таким, где вы были 8 лет, и потом такие, теперь давайте конструктивно поговорим. Но это же бред. Граждане, это бред. Я не знаю, кто это придумал. Но надо менять. Надо дебатировать не о том, что кто-то начитался в интернете всякой херни, потому что всякую херню пишут в том числе про очень приличных людей. Так всегда было и будет. Я вам знаете, что посоветую, Сергей? Посмотрите интервью Майи Санду, Дудю. Просто Дякую, мне не потребны ваши парады. Дякую. Вот это уровень политического диалога. Господариня Тетяна, Они Николай... просто здесь устроили. Так а що ви закінчували? Просто цікаво. Ну, таке дробне питання. Академію мистецтва? Белорусский университет культуры. Я зрозумів вас. Шановна публіка, ви самі могли послухати дебати, робіть свої виснови. Коли ласка, пишіть коментарі на нашому каналі. Увогуле, хто з ось кандидатів у делегати Координаційної ради, хто вам більш сподобався, чия позиція вам більш близька. Ну, я зичу, так би мовити, благословляємо кандидатів у делегати на вибори на ширу політичну боротьбу. Дякую, живе Білорусь, слава Україні. Живи вечно. Шире дякую вам за уділ. Навзаєм, як кажуть у нас на Київщині. Всього доброго.